накрыло. Что это вы, Мирет ага? Так внимательно меня рассматриваете? Опоздали. О, Мирет ага, вы прям как маршал Жуков. Нет, он похож на Буденова. Вперед, джигиты! Привет! Зачем позволяешь девчонке гоняться за тобой? Она своим драндулетом только пугает коня. Наш Меликуш ничего не боится. Он уже давно привык к ее мотоциклу. Это ты, наверное, привык, а не это благородное животное. Ты соображаешь? Ума у тебя хватает так унижать коня? Подумай, что ты ему устраиваешь? Какие-то дурацкие гонки с мотоциклом. Ты, как твой дед, который вместо племенного коня купил трактор. Но это же было 30 лет назад. Да хоть 300 лет назад я ему этого не простил. Ты забыл, коня надо любить нежно, а ты... Учи его. Салам. Салам. Салам алейкум, алло. Надо срочно собирать аксакалов. Правление уже теперь без нас заседает. Как, без нас? Я сейчас всех соберу. Я сам. Джигит всегда джигит. Да, джигит всегда джигит. Ну и что? Это случайность. Между прочим, на этом коне 60 лет назад я в соседнем ауле себе жену украл. Что? Этому коню 80 лет уже. Это не твое дело.
Мой дед нажить богатство не умел, хоть в мастерстве своем он преуспел. Он золотыми слитками металл совсем обыкновенный сочетал. Трудился в мастерской он день и ночь, чтоб непокорный камень превозмочь. И вот освобожден лучи застенка. Здравствуйте. Я пришла. Кольцо прекрасно, как и ты, туркменка. Можно войти? Пришла, вошла, села, а потом можно войти? Ну как? А никак. Не готова? Это же не трактор, а ювелирное изделие. Может быть, через неделю. А как же свадьба моя? Не знаю, не знаю, не знаю. Что еще? Еще? Я хочу, чтобы вы вот здесь, между этими кольцами, так, сделали так же, Ну, как там висит. Понятно? Понятно. А вокруг это маленькие звездочки, чтобы они на солнышке сверкали, сверкали, сверкали. Вот и все. И что получится? Что-нибудь же получится. Садись. Садись, садись. А, Вот ты ювелир. Давай делай. но я же этого не умею. И я этого не умею. Устаджан. Устаджан. А, ой. Устаджан. Сделайте к свадьбе, а? А? Попробуем. Ой. Вот чем ты занимаешься в рабочее время. А? Без нас уже заседают. Подождите, я тоже иду. Из года в год, что в землю ты посадишь, что взойдет, занозу бросишь, вырастет колючка, посадишь кустик, роза расцветет. Душа поэта землею схожа, живешь и не страшишься суеты. Но если даже яд заронишь в сердце, ты должен все равно взрастить цветы. Ну на! О, я вас жду. Собирайся живей. Что вы, куда? Лихой джигит всегда к плову. Слышите, какой аромат, а? Специально для вас готовил. Через 5 минут плов будет подан. Ты оглох? Не пойдешь, что ли? Что вы, если гость отвернется от еды, она прокиснет. Там правление без нас заседает. Ну и пусть. Правильно. Артист, ты что, цирк устраиваешь? Сейчас, джигит, как пионер, всегда готов. Сейчас пойдем, сейчас. Ребята, командуйте сами. А вот мой внук, удивительный парень, конюх. Он джигит, ваш внук. Самый настоящий. Вы, наверное, не правы. Салам, бухгалтер. Салам. Пошли. Куда?
Поговорим Мгм. с председателем. В этом проекте учтены все наши замечания. И сейчас нам предстоит его утверждать. А где же совет старейшин? Может, позвать их все-таки? Еще обидеться? Воробьев боятся проса не сеять. Вы же знаете, договориться с ними непросто. Я, конечно, уважаю совет старейшин, но они всегда болезненно держатся за прошлое. И вопрос на сегодняшний день, товарищи, стоит так. Или нам строить, или вздыхать о прошлом. Я предлагаю утвердить этот проект. И кто за это предложение, прошу поднять руки. Ассалам алейкум. О, алло, ага. Добро пожаловать. Салам алейкум. Салам, салам. Не помешали. Ну что вы. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам. Салам. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, садитесь. Привет. Алло, ага, вот смотрите сами. Вот здесь. Что будет? Здесь будет главная улица. А сейчас здесь что? А сейчас стоит Чинара. И куда ты денешь эту Чинару? Чинару, конечно, срубим. Как? Нашу Чинару? Чинара — это история нашего аула. Чинара, о, нет. Без Чинары нет аула. Мы твои чертежи-мертежи не понимаем. Да. Что здесь будет? Здесь будет баня. Сауна. А сейчас? А сейчас здесь конюшня. А конюшню куда? Конюшню, конечно, сломаем. Сломаете. А коней куда? Коней отдадим. Мы не можем отставать от жизни. Люди в космос летают. А на ваших лошадях даже гору не перепрыгнешь. Это не лошади. Это кони. Кони, а халтикинцы на весь мир известные скакуны. Да нет, Мирет ага. Вы подумайте, но стоит ли нам из-за двух коней иметь такой большой конный двор? Каракуш старый совсем. Ну кому он нужен? Да. Сперва старых коней, а потом старых джигитов. И все уходит. Но жизнь ведь не остановишь. Да, юноша. Но прежде чем верблюда посадить на крышу, надо было бы подумать, как ты его оттуда снимать будешь. О чем они говорят? Я совсем не понимаю. Они говорят, верблюда надо посадить на крышу. На крышу. Это правильно. На крышу. А зачем? Мы такую работу проделали. И все это теперь пустить на ветер. Нет, я просто хочу, чтобы ты понял меня. Это дерево. Во время войны, когда дров не было, дети мерзли, никто пальцем не тронул. Потому что эту Чинару поливали слезами наши предки. Иди вперед, дорогой председатель, строй новое. Но только помни, дерево без корней не бывает. Нет будущего без прошлого. Алло, ага. Вы все правильно говорите. Каждое ваше слово золото. Мы это обязательно учтем. Но в другой раз. А этот проект уже утвержден. Утвержден? Утвержден. Окончательно? Окончательно. Тогда здесь нам делать нечего. Куда же вы, алло, ага? Куда глаза глядят? Кати свою арбу без нас. Улетим, да, исчезнем. Уедем. Правильно. Куда же вы уходите? Ну, пожалуйста, не уходите. Теперь стариков не остановишь. Нехорошо получилось. Куда твой дедушка нас
Назар пропал? И Мирет-ага тоже не пришел. Где же они? Алло! Алло, аэропорт? Дежурный? Извини, что разбудил. Ты наших стариков не видел? Да-да, алло, Назара, Мереда. Да ничего не случилось. Их на совещание в Ашхабад отправили. Люди добрые, спасите! Украли! Мужа моего старого украли! Помогите! Курбан! Московский поезд ты провожал? Да, делегацию ветеранов. Сколько? 5? 35? Нет, не наши. Что с Я тобой? его убью. Кого ты убьешь? Его. Кого его? Не знаю. Не знаешь, а говоришь? Того, кто тебя обидел. Да никто меня не обижал! Пошли Идем стариков искать! Как бы с ними какой беды не случилось. Смотрите, какая дорога, как на аэродроме. Никого нет. Туда, наверное. Сегодня не воскресенье. Пустят ли нас? Пустят. Я там сторожа знаю. Он мой друг, парень во. А он тебя знает? Кто? Сторож. Думаешь, мы его найдем? Конечно. Мы с ним вместе А он что воевали. это? На Озеро? фронте. Сначала на конях, потом на бронепоезде. Так что не волнуйтесь, все будет нормально. Будем рыбачить. Пришли, кажется. Так ведь 40 лет прошло, что ты хочешь? После войны я его и не видел. Может, он в командировке? Язык твой, враг твой. Я не открою. Доченька, мы знаем, что это профилакторий, что сейчас ночь. Но мы, честное слово, не разбойники. Правильно. Почтенные люди. Наш профилакторий работает только по выходным для всех. И для почтенных людей, кстати, тоже. Что такое? Здравствуйте. Как вы сюда попали? Вы что, фокусник? Нет. А кто? Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь. Сейчас мы все будем здесь. Прошу вас. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Красота. А? Как в магазине. Богатая люстра. Такая стоит, наверное, 1500. Уже сосчитал. А мы что, недостойны этой паршивой лампы? О, алло, Фага. А? Посмотри на себя. Где? Да вот, вот. А это Назар. А это Шурик. Верно, верно. А это наш ювелир. Очень похож. Ну, а себя ты видишь? Где? А вон, с дыркой в голове. Как с меня рисовал. Правильно. Точно, точно. Похож, похож. Да что вы говорите? Значит, они у вас? Ну, все, гора с плеч. Пока их никуда не отпускайте. Путевки? Да путевки мы им обязательно выпишем. На месяц. Да хоть на 3 месяца. Пусть отдыхают джигиты. Проходите, пожалуйста. Входите, входите. Вам нравится? Очень нравится. Ну вот, такие у нас все комнаты. Вы пока отдохните здесь, а я пойду приготовлю вам остальные. Вот так. Значит, вы... Тетива. Нет, я хотела сказать, что вы настоящий фокусник. Тетивая. Обыкновенный ювелир. А я Назар, бухгалтер. Это не голова, а машина электронная. В уме миллионы складывает. Ну, И без ошибок. А я конюх Мерет. Но в войну я командовал бронепоездом. Представляете ситуация? Фашисты бегут, мы за ними. Они через мост, мы за ними. Они поворачивают в болото, мы за ними. Да, но откуда же в болоте рельсы? А кто в то время обращал внимание на твои рельсы? он на бронепоезде плавал по болотам. Да врет он все. То он на коне, то он на танке. А это кто?
Высокий? А, его зовут Шукур. А мы его зовем Шурик. Шурик? Да, все его так зовут, да-да. Про танк я, между прочим, еще не говорил. Мы все воевали. Не забудь сказать, что ты был поваром. Да, поваром. Ну, а ты на своих конях и на своем бронепоезде без моей каши до Берлина не дошел бы, Меретмурт. А я вот почти не воевал. Не повезло. В начале войны ранило меня. Не пришлось, как всем, дойти до Берлина. В тылу, сказали, тоже воюют, выращивая хлопок. Ничего, не огорчайтесь. Ладно, доченька. Ну хорошо, подождите пока здесь. Пожалуйста. Подождем, не беспокойтесь. Пожалуйста, Ничего. будем ждать вас. Эй, Шурик, ты куда? Ты куда? Так она же сказала, иди, я тебе комнату покажу. Что ты? Дерево на дереве глядят года, между ними звонкая бежит вода. Моет она корни, поит листву, важную и белую, словно слюна. Потечет, покатится, землю пая, влажная, прохладная летит струя. Лучше зеленее берег каков, шелестят деревья, печаль тая. Тянутся деревья к коре кора, гладят им макушки нежно ветра. До чего же быстро растут они, а ведь были прутики еще вчера. Потечет, покатится, землю пая, влажная, прохладная летит струя. Лучше зеленее берег каков, шелестят деревья, печаль твоя. Стой! Стой! Глуши! Это что такое? Хлопок. Я спрашиваю, чья это работа? Ну что, вы, Джапар Байрамович? Это твоя работа. Ну, моя. Так вот, чтобы ты не засыпал за рулем, я снимаю тебя с трактора. Тогда свадьбы не будет. Ну и поздравляю. Чьей свадьбы? Моей свадьбы с Хатиджой. Она же самая красивая на свете. Ну и что? Как что, откажется? Ну сам посмотри, как работают другие. Так у них трактора, у меня старая арба. В нем кольца уже давно менять нужно. Да ладно, не оправдывайся. Что вы как дети? То одно у вас, то другое. Так вот, если ты свой трактор не отремонтируешь, о свадьбе не мечтай. Джапар Байрамович, я все сделаю. Я отремонтирую, честное слово даю. На, возьми свой букет. Ну все, опять я влип. Ну, дурды, пора нам приступать к делу. Конкретно. Расчистить площадку для стройматериалов. Ты записывай. Угу. Спилить чинару. Снести конюшню. Мусор вывести. Пока все. Что у тебя? Кубинские колхозники должны приехать. Соображаешь, что сказал? То есть животноводы. Но кто будет готовить? Ну, на ага, профилактории. Между прочим, не боги горшки обжигают. Ну, настоящие туркменские блюда лучше Нуны никто не приготовит. Не ударить бы лицом в грязь. Правильно, вопрос государственной важности. Все равно угощать их надо, вот ты и шевели мозгами. Да-да? Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, что у вас? Джапар Байрамович, я вашему любимцу из своего запаса отдаю кольца. Нет, пиши расписку. Так. Мне жалко себя. Не хотелось бы потерять такого растяпу жениха.
Ладно, хоть же, ладно. Ты не слушай, подписывай давай. Не обижайся, Джигит. На, получай. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Başımda iteydim, tatlımdan sanımdan. Güçün kışngap aylanırdı ey. Himmetler Ай, молодец. Хорошо поешь, на сердце берешь. Что это такое? А что? Эту песню пел Пироглы о своем сером коне. Я не об этом, но почему вы сидите на покрывалах? Почему мебель передвинута? И вообще, что за беспорядок? Правильно. А это что за фокусы? Это чай. Зеленый чай на настоящем огне воду кипятил. Для вас на кухне специально заварен 95-й. Анна Петровна, какой чай на гайке? Тоже правильно. Деды нас учили. Любая пища, если она не приготовлена на живом огне, это не пища. Да, поэтому я костер развел. То есть, как это? Где вы развели костер? Там, во дворе. Категорически запрещается на территории санатория разводить костры. А тех, кто не соблюдает правила, у нас полагается немедленно выписывать. Ах, Жаночка, мы же не от хорошей жизни сюда приехали. Все верно. Что верно-то, что? Она права. Формалисты. Ну, хватит. Анна Петровна, давайте жить по правилам. Говорите. Первое. Категорически запрещается распивать спиртные напитки и курить в помещении. Как в самолете. Замечательный курорт. Зачем приехали? Во-вторых, категорически запрещается приводить посторонних женщин после 11. Ну, хорошо, хорошо. К вам это не относится, хорошо. Почему не относится? Успокойся, не относится. Категорически запрещается купаться без присмотра медсестры в озере. И последнее. Строго соблюдать распорядок дня. В 7:30 у вас гимнастика, а вы до сих пор не переоделись. Правильно. Слушай, что ты заладил? Правильно, правильно. Один говорит так, ты говоришь правильно. Другой говорит это, ты опять правильно. Ну, правильно. Ты тоже правильно говоришь. Здравствуйте, Анна Петровна. Мы ждем. Вот познакомьтесь, это Надя, медсестра. Будет заниматься с вами аэробикой. Чем? Ритмической гимнастикой. Все внимательно слушают музыку и смотрят на меня. Все движения, которые буду делать я, постарайтесь по мере своих сил выполнять. Не смущайтесь, если у вас не сразу все будет получаться. Продолжайте текст. Музыка. Начали. Так, хорошо. Ниже. Еще. Что с вами? А вы почему не выполняете наклоны, как все? Джигит никогда не теряет достоинства перед женщиной.
А перед красивой женщиной тем более... Мы такие. Тогда вот что, попробуем продолжить. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Сегодня у нас праздник. Наречение именами наших детей. Так не принес сегодня никто новорожденных. А что случилось? Понимаешь, председатель, без наших дедушек мы им имен давать не будем. Это же обычай, всегда так было. Моей племяннице дали имя без стариков. Спросите, как ее зовут? Девочка, как тебя зовут? Электроника. Интересно. Пошли, подруги, пошли. Да, правильно. Подождем, старик. Хорошо, что нас не пустили в эту сауну. Да, там, говорят, воды нет, только пар и 1500 градусов температура. Но зато все грехи смывают. Правильно. Как? 1500? Живьем можно сгореть. Ну, 500 точно может быть. Это можно, это нормально. Ваше время истекло. Сейчас выходим, сестричка. А вы что, не раздевались? Зачем раздеваться? Воды нет, мыла нет. Так лучше. Ну, что тут у тебя, Морозочка? Баланс не сходится. Да, ну-ка, дай-ка. Сейчас я попробую. Нет, это что-то не то. Нужно звать Назара Назаровича. Мне только его сейчас и не хватает. Слушай, а что, если я тебе из Ашхабада профессора привезу, который меня экономике учил? Нет, я как-нибудь сама справлюсь. Молодец. Упрямый, как дед Назар. Мой дедушка не Назар, мой дедушка Мирет. Ну, хорошо, хорошо, извини. Зарапортовался совсем. Джафар. Да-да. Вас народ ждет в правлении. А что такое? Да все опять о стариках. Хорошо, я сейчас. Ну, желаю успеха. Так, о, держи. Попал. Вот этого. Неправильно держишь, так нельзя держать. Целься в него. Ай, не умеешь, не берись, мази. А ты думаешь, попадем? Думать не надо, каждый шар сам свое гнездо найдет. Что это за музыка? Там. Ай, смотри, как настоящий снайпер бьет.
Эй, музыкант, не бринчи под руку. Первый раз слышу, что музыка мешает на бильярде играть. Внимание, начинается показательное выступление. Эй, музыкант, убью. Так вы же играть не умеете. А ты умеешь? Да? Давай бей. Ого. Здорово. Метко. Давай сюда. Как настроение? Да у меня-то ничего. А хотите, я вам одну притчу расскажу? Боролись как-то два человека. И одному из них люди особенно сочувствовали. Все кричали ему: поднимай его, поднимай. Другие: дай ему подножку. Третий: коленом в живот упрись. А он всех слушал. А в это время соперник раз и положил его на обе лопатки. И он, вздохнув, сказал: из-за ваших советов я растерял то, что сам умел. Да ладно. Ладно. Извините меня. Я, кажется, твой намек понял, мастер. Не беспокойся. Жизнь продолжается. Спасибо. Ну, пошли. Пошли. Держи. Подходи. Это тебе. Все, идите. Спасибо. Скажи им, чтоб ели не торопясь. А мне? Ну, вы меня сегодня разорили. Спасибо. Возьмите. А мне два, пожалуйста. Здравствуйте, Здравствуйте. Джабар Байрамович. О, салам. Ну, как дела? Я думаю, Что? может, все-таки упросить стариков приехать. И потом у нас свадьба Смотрите расстраивается. сами. А что, если Ашира послать к старикам? Может, он уговорит их вернуться? Это ваше дело. И еще, можно вашей машиной воспользоваться? Пожалуйста. На. Спасибо. Пока. До свидания. Слушай, Ашир. Тише. Да, войдите. Здравствуйте, Анна Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Петровна, вы не заняты? Вот, послушайте. Я пришел вам спеть старинную, народную песню. Один человек влюбился в пастушку, как Меджнун, так сильно, что когда она отвергла его, он сошел с ума, а потом превратился в белую птицу и улетел. Ой, вы меня извините, но мне и богу не до птиц. А что случилось? Да ключ, понимаете, вот от этого шкафчика я потеряла. Сейчас лекарства нужно раздавать, а я глупая курица, вот ну не представляю, куда я могла его задевать. Теперь вы останетесь без лекарства, пока я мастера найду. Держи, Зачем? держи. Не надо так убиваться. У нас свой мастер есть. Где? Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот он может сломать любой замок. Не сломать, а починить. Да. Да вы понимаете, я ключ потеряла и в безвыходном положении. Не могу шкаф открыть. Помогите, пожалуйста. И никакой другой ключ не подходит. Попробуем. Вам, наверное, инструменты нужны. У меня все есть. Да? Пожалуйста. Отвернитесь. Отвернитесь, отвернитесь. Ну? Пожалуйста. Это детские игрушки. Потрясающе, это невозможно. Надо же, раз и открыл.
Я не знаю. Вы все же волшебник, но это же чудеса. Да нет, обыкновенный взломщик. То есть как это взлом? Да он просто шутит. Он мастер великолепный. Простые камни, и те улыбаются в его руках. Хороший человек. Нет, Петела действительно молодец, и я просто должна его поцеловать. Нет, 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 это лишнее. Надевай, идем. Это совсем не лишнее. Ой. Осторожнее. С этим ювелиром надо держать ухо востро. Сердцеед. Что вы говорите? Хорошо сидим. Какой чай. Ну, как вам тут нравится в профилактории? Я вам на чистоту скажу, зачем приехал сюда. К нам едут кубинцы. О, на мустангах приедут, да? Скачек не будет. Вот угостить мы их по-туркменски не сумеем. И очень жаль. Так это я могу? Конечно же я могу. Хватит, перестань. Что ты как старая кочерга все в огонь лезешь? Макароны сварят, яичницу с колбасой. Обойдутся. А у вас, Алоага, ваш правнук еще не появился на свет. А я думал, что ты привез мне добрую весть. Так зачем ты приехал? Как зачем? Ну, прежде всего, просить вас, чтобы вы вернулись. А вас разве домой не тянет? Тянет. Все как? Конечно. Ой, Тянет. тянет. А теперь меня слушай, я тебе скажу на чистоту. Отвергнутый гость не будет просить о ночлеге. Все правильно. Не кричите, Устага, тихо. Что ты делаешь? Джигиты! Устага! Меня похитили! Спасайте! Спокойно. Да что вы за одну ночь не сможете сделать украшение, что ли? Украшение? Да. Это я могу. Ну вот. А вы испугались. Когда над краем ночи свет зайдет, рассвет вдруг брызнет соком, словно слива, и землю всю сиянием зальет, светило, словно сказочное диво. Свет зайдет, рассвет вдруг брызнет соком, словно слива, и землю всю сиянием зальет, светило, словно сказочное диво. Ой. Хорошо поешь. Что случилось? Ничего. Ну-ну, давай рассказывай. Вы не поможете. А вдруг? А та меня любит. И я его люблю. А наши дедушки против. Значит, твой дедушка Мирет считает, что Ата недостоин такой, как ты? Наоборот. Мой дедушка считает, что я недостойна его. Так-так. Занимаюсь математикой, бухгалтерией. Не женским делом. Ну? А Назар Назарович говорит, что Ата недостоин меня. Не понял. Ну как же тут не понять?
Мой дедушка считает, что я недостойна его. Так. А его дедушка считает, что он недостоин меня. Так. А теперь без дедушек вообще ничего не решит. Ну, хорошо, хорошо. С вашими дедушками мы как-нибудь разберемся. Обещаю тебе. У меня есть конь волшебный, у него в груди огонь. Конь мой необыкновенный, голубой железный конь. В поле тысячи коробок собираю я на нем. Я мой конь и белый хлопок, неразлучны мы втроем. В поле тысячи коробок собираю я на нем. Я мой конь и белый хлопок, неразлучны мы втроем. Эй, джигиты, эй, джигиты, кони ваши знамениты, ваши кони знамениты, хороши. Только вы, друзья, поверьте, конь мой лучший всех на свете. Знают это даже дети, говорю вам от души. Только вы, друзья, поверьте, конь мой лучший всех на свете. Знают это даже дети, говорю вам от души. Эй, есть кто-нибудь? Эй, есть кто-нибудь? Вы надпись прочтите. Там написано «Стоп». А я и не заметил. Вот ты где, оказывается. Ну-ка, давай, слезай. Я ведь все равно не открою. Это почему? Потому я знаю, что вы хотите сломать конюшню. Как я ее сломаю? Что я, бульдозер, что ли? Ну ты давай. Слезай. Поговорить надо. Ах, та. Так вот, есть у нас одно предложение. Послать тебя на курсы механизации. Ты вот что, серьезно об этом подумай, потом придешь и скажешь мне. Сейчас вон тебя конь зовет. Нет, это он скучает без дедушки Мереда. Вот интересно. 2 дня только нет стариков, так у вас уже и кони плачут. Да. Старики. Да, я все время хотел тебя спросить. Как тебе помочь скорее свадьбу сыграть? А может, украсть морал, а? Это вы с конем так решили? Так другого нет выхода. Ну ты даешь, сейчас мне только этой радости и не хватало. Ну ладно. Придумай другое что-нибудь. Пока. Тебя планеты, звезды золотые, счастье, неужели ты о нас забыла? Почему тогда мне снится тот, который всех дороже, словно раненая птица, ты любовь взлететь не можешь? Почему тогда мне снится тот, который всех дороже, словно раненая птица, ты любовь взлететь не можешь? Без тебя погасло солнце в поднебесье, конь мой не напрасно, как и я, не весел.
Почему тогда мне снится только та, что всех дороже? Словно раненая птица, ты, любовь, взлететь не можешь. Почему тогда мне снится только та, что всех дороже? Словно раненая птица, ты, любовь, взлететь не можешь. Смотрите, Москва наш колхоз показывает. Наши кубинские коровы. Смотри, какие стали коровы. И сколько уже телят. Красавцы, да? Отличные показатели выращивания фруктов сочетаются с весомой прибавкой. И правда красавцы. Интересно. Это же все наши, и председателя показывают. Умело объединяет научный и практический подход. Жалко. Мало показали. Ах, как быстро детство пролетело. Ах, как быстро юность ты прошла. Только сердце так и не сумело позабыть село, где я росла. Речка говорливая и сосновый бор. Я вас, мои милые, помню до сих пор. Кланяйтесь, пожалуйста, кланяйтесь, пожалуйста, кланяйтесь и травы, и луга. Здесь, в краю, где солнце золотое дарит песню радостного дня, и аул туркменский, и село родное породнились в сердце у меня. И аул туркменский, и село родное породнились в сердце у меня. Ой, вы скучаете, Анна Петровна? Да нет. Наверное, давно дома не были. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. А можно мне сесть? Угу. Спасибо. А мой дом в Туркмении. А поля и реки — это мое детство. Мое далекое детство. Потом война. Нас с мамой отправили в эвакуацию. Вот так я сюда и попала. А... Семьи у меня нет. Это очень хорошо. Ой, извините. Так получилось. Я привыкла. Да. У меня на фронте один друг. Хороший был. Его Сергей Васильев звали. Так его жена с детьми тоже у нас жили в Туркмении. Алло? Старуха, это ты? А что, еще кто-то может тебе по ночам звонить? Быстро скажи мне, начали уже строить? Нет? Ну а что там вообще у нас в ауле творится? Помолчи ты, сорока. Слушай, мы отсюда никуда уходить не собираемся. И молчи, что я звонил. Да.
Так вам нужна Анна Петровна? Конечно, конечно, Слушай. я ее знаю. Ага. С кем Да, ты говоришь? Она красивая женщина, чуткая Ты такая. можешь сказать, с кем ты говоришь? Узнай, кто ее спрашивает. Какое тебе дело? Не мешай разговаривать. Ты что, ревнуешь? Алло? Возьми себя в руки, Ага. успокойся. Не мешай. Да. Молчи. Конечно. Да. Кто это? Кто она, это? Она как цветок. Дай сюда трубку. Алло, какой ты еще цветок там нашел? Красивая, чуткая. Алло! Алло! На, слушай свой цветок. Я же знал, что вы меня разыгрываете. Второй дом слева. Дедушка, дедушка. Что? Здравствуй, очень важное дело, выйди. Сейчас. Дедушка, Да. Кто там? это я, Марал. Иди. Ты куда? Ты что здесь делаешь? Загораю. Ну, и я буду загорать. А ты не мог бы загорать в другом месте? А это место твоя собственность? Ты его в лотерею выиграл? Просто я первый пришел. Интересно, я первый пришел. Да, я не видел тебя. Кто пришел? Кто первый? Кто первый? Кто? Кто первый пришел? Ну, Шурик, Ну, говори. кто первый пришел? Ну что молчишь? Говори. Я первый пришел. Надоели вы все. Тьфу. Вот они где. Что они там делают? Непонятно. Как всегда, спорят. Идем к ним. За что ты его обидел? Ты обидел. Нет, ты. Простите, но это для нас вопрос жизни и смерти. Мы с Марал хотим пожениться. Дедушка, Мирет ага, вы нас благословите. Ты смотри, какая она невеста. В штанах, в каске, на тарахтелке носится. Девушки не должны себе этого позволять. Но вы же не станете разлучать нас. Моя внучка недостойна такого джигита. Дедушка, неужели вы не хотите моего счастья? Что мы, не любим своих внуков, что ли? Нельзя их не благословить. Вот баланс у нас и сойдется. Месяц словно ломтик дыни, в небе ласково дрожит. Верблюжонок спит в пустыне, сладко спит и мой жигит. Пусть малыш тебе приснится, будто сел ты на коня. И помчался, словно птица, всюду помня про меня. И очей моих отрада, и ночей моих услада, спи, мой маленький цветочек, спи, мой маленький сыночек. Не спят? Все ждали, ждали тебя. Есть хочешь?
А я и сам не знаю. Главный буйвол в колхозе — председатель. Ты хочешь сказать, что вообще скоро домой не будешь приходить, да? Нет. Пожалуйста, уж не забывай, что ты все-таки отец 6 детей. Много хлопот. Нет материалов. Вздохнуть некогда. А у тебя сегодня довольно странное настроение. Почему? Все кругом тебя осуждают за стариков. Подожди. Если все, значит и ты в том числе. Ну зачем ты так? А, понял. Меня осуждаешь не ты, выходит, а Хатиджа и 2 соседки. Вот если б твою свадьбу отменили. Какую? Вот а у Хатиджи отменяется. Не может она без украшений состояться. А Петилы нет. И вообще нет стариков. Не знаю, но прямо все как сговорились. Старики, старики, старики. Ну ладно, съезжу я к ним. По небе звездных точек не сочтешь их до сей. Все уже решено. Проект утвержден. И не будем больше дискуссировать. А где будет ателье легкого платья? Ателье будет, милая, потом. Потом будет все как надо. А роддом будет? Бабушка, я же сказал, роддом будет во вторую очередь строиться, а школа в первую. Ну как это не понять? Председатель, вы забыли. Сначала дети рождаются, а потом уже в школу идут. Ну, товарищи, не поднимайте пыли на льду, я вас прошу. Кирпич, бар, палчик, ёп. О, научился. Кирпич есть, раствора нет, говорит. А, ты уже по-туркменски говоришь, дядя Боря. Молодец. Председатель, а когда музыкальную школу начнут строить? У меня дети в классе, знаете, как поют? Объясни, учитель. Твоя музыка подождет. Мы слышали, как ты поешь. Этого нам во. Понял? Все. С женщинами надо было посоветоваться. Женщины в колхозе — большая сила. Вот, и так. И давно надо было. Мы тут работаем, а он совершенно не умеет. Играй, дядя Боря. Пока они галдят, работы не будет. Ну, как? Высший класс. Председатель приехал. Это неспроста, что-нибудь там случилось. Давно мы его не видели. Зря бы он не приехал, характер не тот. О, кто к нам приехал? Джапар Байрамович. Как раз к обеду. Да. Пойду скажу Анне Петровне, она будет очень рада. Гостем будешь? Здравствуйте, Аксакалы. Здравствуй, сынок. Здравствуйте. Здравствуй, председатель. Как здоровье? Очень хорошо. Здравствуйте. А дома у вас все в порядке? Спасибо, спасибо. Привет вам от племянницы. Спасибо. О, Мерет ага. Пей чай. Природа-то какая? Лучше, чем на Черном море. Угощайся. Наша курага. Загораете? Загораем, председатель. Салам, с приездом, председатель. Дорогие мои аксакалы, я вам могу сейчас честно признаться, что я тогда был неправ. Правильно. В вашем отсутствии возникли вопросы, появилось много проблем. В общем, нужна ваша помощь. Конечно, Джапар Байрамович. Молодец, Джапарджан. Давно пора. Мы, Джапар Байрамович, уже об этом подумали. Тихо. Никто никуда не поедет. Нам всем без вас нелегко. Всему аулу. Неужели вам все равно? Отдохнем, вернемся, как принято говорить. Спасибо за внимание. Вот так. Ну что ж, тогда извините, поеду. Отдыхайте. Того, кто приходит за помощью, по лицу не бьют. Он же прощения просил. И он же все понял. Все понял.
Неправильно это. Тоже правильно. Эх вы, мальчишки. Это еще не урок. Надо выдержать до конца. А где же? Я все принесла. Накормили уже. В мире нет реки без берегов, не бывает дыма без огня. Может, я не понял стариков, а они не поняли меня. Только как мне все им объяснить, чтоб сомнений не было в груди? Стариков и нас связала нить, без которой счастья не найти. Мудрость верно сказала про мирские дела. Если б молодость знала, если б старость могла, мудрость верно сказала про мирские дела. Если б молодость знала, если б старость могла. Ну, а может, все же я не прав. Сердце подожди, не торопись, правды настоящей не познав. Не познаешь, что такое жизнь. Только как мне все им объяснить, чтоб сомнений не было в груди? Стариков и нас связала нить, без которой счастья не найти. Мудрость верно сказала про мирские дела. Если б молодость знала, если б старость могла. Внимание! Тише! Подожди, товарищ, у нас ЧП. Что такое? ЧП! Что ли? Да хуже. Сейчас Дурды звонил. Там все собрались. У нашего председателя большие неприятности. Это можно было ожидать. Правильно. Доченька, спасибо, что сказала. Человек ведь не трактор, не самолет. А может, мы далеко зашли, а? Хотели поправить бровь, а попали в глаз. Правильно. Дядя Боря, здесь будет баня? Баня, баня. Скажите, пожалуйста, здесь школу строят? Здесь строят школу. Дядя Боря, а ЗАГС для нас будет? Все будет. О, спасибо. А где? Там. Где вы сказали, дядя Боря? Ой, сука, извини, брат, извини. Большое спасибо, дядя Боря. О, председатель один приехал. Стариков не уговорил. Ну, разве их уговоришь? Здравствуйте, красавицы. Чем они в конце концов занимаются? Быта надо строить. Правильно, ателье! Какое ателье? Пусть сами себе шьют. А я не верю! Роддом надо, а то каждый раз в район рожать ездим. Правильно! Вы дадите сегодня нам работать в конце концов. А пусть сам председатель говорит. Правильно. Что мы все кричим? Дадим ему слово. Конечно! Должен же сам Джабар Байрамович
Байрамович сказать? Ну что вы все кричите? Послушайте! Тихо! Аксакалы пришли! Добрый день, люди! Здравствуйте, Аксакалы! Здравствуйте! Председатель, что здесь происходит? У всадника выскакивает из стремени нога. Люди бегут к нему. Он думает, ему хотят помочь. А они ему другую ногу норовят вытащить из стремени. Да что вы, алло, Вага. Погоди. Я знаю, что говорю. Не перебивай. Он же очень хороший человек. Никто ничего и не говорит. Да. А кто говорит, что плохой? Мы ему просто правду сказали. Наш председатель нас, стариков, тоже обидел. Но, если задуматься, ведь и мы не всегда бываем правы. Мы, старики, ведь думаем как? Что все вокруг нас неразумные дети. А не успеешь оглянуться, дети уже выросли, и кое-кто стал умнее нас. Слушайте, люди, совет старейшин выражает Джапару Байрамовичу свое полное доверие. Голосуем за его проект. Алло, Фага! Алло, Фага! У вас правнук родился! Спасибо. Еще джигит. Кто родился, председатель? Правильно. За рыком млад звени веселый смех. Пусть знает стар и знает млад, что я счастливее всех. И как не быть счастливым мне, когда со мной друзья? И та земля, что край шибет, и где родился я. Старики молодые, многовековые, и традиции живые нас связали навсегда. И любовь к земле родимой, и к народу, и к любимой, это все неразделимо, ни за что и никогда. Меня взрастил родной народ, и нет его родней. Я воду пил, его щедрот, и стал 100 раз сильней. Джигит живет во имя дел земли, что нас хранит. Он сердцем гор велик и смел, на то он и джигит. Старики молодые, узы многовековые, и традиции живые нас связали навсегда. И любовь к земле родимой, и к народу, и к любимой, это все неразделимо, ни за что и никогда. Мерет, ну что, сможешь у председателя скачку выиграть, а? Джигит всегда джигит. Давай. Ай, пожалуй, неудобно. Не хочется его позорить. Эх ты, хвостун усатый, я сам. Замечательно. А вот вам закуска, Анна Петровна. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста.
Председатель, оказывается, ты джигит. Джигит всегда джигит. Но у вас, пожалуй, я скачку не выиграю. Дорогие наши аксакалы, уважаемый Алов ага, Мерет ага, Назар ага, Нунна ага, Петела ага, Шукур ага и Селим ага. Я искренне рад, что наконец-то мы с вами пришли к общему согласию. И сегодня вот на этом празднике молодых я хочу всем сообщить, что именно здесь, с этого места, будет начинаться наш главный проспект. Погодите, погодите! А как же Чинара? Придется все-таки ею пожертвовать. Что? Как? Опять? Чинару? Неправильно. Так, давайте сюда с топорами, с пилами, только побыстрей. Дурды! А в чем дело? Нельзя пилить. Почему? Посмотрите-ка туда.